Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом и не только расскажем в ближайший час. Начнем с новостей валютного рынка. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 63 рубля 99 копеек, евро 71 рубль и 11 копеек. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгоднее всего доллар покупает Россельхозбанк за 63 рубля 65 копеек. Продает Азиатско-Тихоокеанский банк за 64 рубля и 23 копейки. По евро в покупке лидирует Россельхозбанк, это 70 рублей 50 копеек. Продает выгоднее всего Азиатско-Тихоокеанский банк за 71 рубль 14 копеек. Эксперты рассказали порталу «Будущее России. Национальные проекты», как решение Национального банка повлияет на рынок жилищного кредитования. Рекордное снижение ключевой ставки банка до 6,5% приведет к тому, что в следующем году рынок ипотеки с высокой вероятностью войдет с рекордно низкими процентными ставками. По некоторым данным, при таких условиях можно ожидать рост объема ипотечного кредитования в следующем году примерно на 25%. Налоговые преференции для проектов добычи углеводородов в Арктике вместе с софинансированием строительства инфраструктуры сделают их рентабельными при цене нефти от 35 до 40 долларов. Об этом заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин на брифинге по льготам для арктических проектов. Ранее в правительстве России согласовали основные подходы по поддержке проектов в Арктике, где добыча углеводородов становится рентабельной при цене нефти от 80 долларов за баррель. Отмечается, что окончательное решение по поддержке проектов в Арктике должны быть приняты до 8 ноября. С Нового года грузовики, автобусы, такси и другой коммерческий транспорт запретят парковать в нерабочее время на территориях общего пользования в жилой застройке, а именно во дворах многоквартирных домов. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, я тебя приветствую. А где в таком случае будут вынуждены оставлять свои транспорты люди? Анастасия, приветствую. Специализированный коммерческий транспорт необходимо будет ставить на специализированные стоянки. А что касается наказания за несоблюдение этого требования, то пока штрафа за ненахождение на спецстоянке нет, но в Минтрансе поясняют, что он обязательно появится к Новому году. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. С Нового года вступают в силу требования к парковкам для транспорта юридических лиц и предпринимателей. Они окончательно запрещают им оставлять транспорт в нерабочее время на территории общего пользования, застроенной многоквартирными домами, а именно во дворах жилых домов. Не бросать свои грузовики и автобусы на ночь, где попало, коммерсанты должны и сейчас. Требование о стоянке такого транспорта на отдельных парковках внесено в закон еще в 2017 году, но норма эта работает далеко не везде. Штраф за размещение коммерческого транспорта вне спецстоянок пока нет, но скоро появится, обещают в Минтрансе. Параллельно с вступлением в силу требований к парковкам будет разработана и административная ответственность. Но, что интересно, остается открытым вопрос, кто и за какие средства должен организовать спецпарковки для автобусов, такси и грузовиков. Как уточняет Минтранс, обязанность органов власти регионов или местного самоуправления по организации таких парковок законодательством не предусмотрено. Поэтому все зависит от инициативы местной власти. Если она ничего не сделает, то проблема коммерческого транспорта станет головной болью исключительно водителей и собственников. Переходный период для регистрации дронов и беспилотников массой от 250 граммов до 30 килограммов закончилось в воскресенье. Как пояснили в пресс-службе Росавиации, те, кто до 27 октября не успел направить заявление на постановку на учет беспилотного воздушного судна, могут направить ее в адрес Росавиации в любое время. По словам генерального директора Ассоциации «Аэронет» Глеба Бабинцева, владелец беспилотника обязан поставить его на учет до полета. За непостановку на учет штрафа нет, но полет на неучтенном беспилотном воздушном судне будет квалифицирован как нарушение правил использования воздушного пространства. Отсюда и штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 000 для юридических лиц.
Банк России отозвал лицензию страховой компании «Стерх». Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства. И сейчас на прямой связи с нашей студией моя коллега Саргалана Захарова, которая находится у одного из офисов страховой компании «Стерх». Приветствую тебя, Саргалана. Ждем подробностей, что стало известно на сегодняшний момент. Здравствуй, Иван. Как мы сейчас видим, такого ажиотажа у головного офиса компании «Стерх» сейчас нет. Людей пока еще не волнует это сообщение. Как добраться до руководства нам не удалось. Как нам сообщили в охране сотрудники компании, сейчас все менеджеры находятся на совещании. И как нам удалось узнать, совещание проходит с представителями из Москвы. Именно какой компании, это Банк России или какой-то другой центр, занимающийся страховыми компаниями, нам не уточнили. Но, как они сказали, приехали 10 человек и будут обсуждать именно эту тему об отзыве лицензии у страховой компании «Стерх». А в другом офисе, как мне сообщила сейчас моя коллега, которая находится по Орджоникидзе 50, сейчас прием клиентов не ведется и людей тоже нет, а сами сотрудники не понимают и не знают, что вообще происходит. Будем надеяться, что уже в скором времени нам прольют свет на эту ситуацию. И сообщу, что сегодня после обеда первый заместитель председателя правительства Алексей Стручков проведет брифинг. И на встрече с журналистами он, будем надеяться, расскажет более подробно, что же происходит сейчас в компании и какая дальнейшая судьба ее ждет. У меня пока на этом все. Буду держать вас в курсе событий. Иван. Саргалана, огромное спасибо. Будем держаться на связи. Я напомню, на прямой связи с нашей студией была моя коллега Саргалана Захарова. О развитии ситуации мы обязательно расскажем в ближайшее время. И к другим темам. В столице Якутии накануне прошла выставка «Якутск туристический». Свои стенды показали представители туристического, ювелирного и других видов бизнеса, связанных с туризмом. Как отметили организаторы, это Общественный совет столицы по туризму. Здесь были выставлены работы лучших мастеров, ювелиров, также туристические проекты. А городские округа презентовали свои туристические маршруты и достопримечательности. Мероприятие завершилось работой дискуссионного клуба, где были обсуждены острые проблемы и перспективы развития столичного туризма. Основная цель – это найти потенциальные новые объекты, создать новые маршруты туристические и расширить горизонты. Для администрации города это горизонты взаимодействия между бизнесменами, а для бизнесменов и турагентств это расширение туристических маршрутов, увеличение потенциала и, главное, что взаимодействие между округами и бизнесменами. Фонд защиты прав участников долевого строительства выделит 660 миллионов рублей для выплаты компенсаций гражданам в Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в Инстаграм. По данным властей республики, в Якутии 15 проблемных домов. Подписанное соглашение позволит решить вопросы их дольщиков с привлечением средств фонда, федерального и регионального бюджетов. Глава республики добавил, что Якутия стала одним из первых регионов, с которыми подписано такое соглашение. Средства, направленные через механизмы Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства, пойдут на разрешение ситуации с проблемными домами в регионе. Благодаря новым механизмам поддержки права оставшихся дольщиков в республике должны быть восстановлены в следующие 2 года, отметил глава региона. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года. Для финансирования достройки проблемных объектов Фонду защиты прав дольщиков по поручению президента России Владимира Путина в 2019 году выделено 16 миллиардов рублей. По поручению заместителя председателя правительства России Виталия Мутко утвержден перечень приоритетных субъектов, в которых федеральная программа защиты реализовывается. В первую очередь отрадно, что в их числе наша республика. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.
Анастасия, ну о развитии ситуации я расскажу в следующих выпусках. Спасибо. Иван, большое спасибо. Об экономической ситуации в стране нам рассказал Иван Лазаренко. Мы продолжаем наш выпуск. Орлиный полет бизнес-класса. Подопечный Сибирского экологического центра прославился тем, что СМС с GPS-трекера с его перемещениями стоили ученым годового бюджета. Как оказалось, одна из птиц долгое время находилась на территории Казахстана, вне зоны доступа сотовой связи, и СМС-сообщение о местонахождении птицы не приходило. Однако после того, как орел перелетел в Иран, центру начали приходить пакеты СМС, но уже по цене роуминга Ирана – 49 рублей за сообщение. В результате огласки в СМИ и интернете, где запустили акцию «Закинь Орлу на мобилку», сотрудникам центра удалось собрать более 200 тысяч рублей для компенсации затрат и возможности дальнейшего наблюдения за перелетом орлов. Отслеживание перемещения птиц по трекеру действительно важно не только с точки зрения установки местонахождения птиц и составления карты их места обитания. Орлы внесены в Красную книгу, а GPS-устройства помогают в обеспечении их безопасности. Это мы, собственно, подбираемся к... Я бы сказала, что реализация проекта достаточно сложна, во-первых, из-за финансовой составляющей, потому что каждый GPS-трекер, он достаточно дорогостоящий. А во-вторых, практически нет контор, компаний, которые бы производили пригодные для нашей работы трекеры, и те, которые летают сейчас, по факту это сделанные вручную нами. Если мы следим, куда летит птица и каков ее путь, мы можем знать, с какими опасностями по дороге она может столкнуться. Возможно, где-то свалки, возможно, где-то их отлавливают. Иногда, если поступает сообщение о том, что птица уже несколько дней, пару дней не сдвигается с места, то мы можем предположить, что она ранена, ей нужна помощь, ей нужна реабилитация, и к ней реально выезжают люди, и несколько птиц таким образом даже спасали. Основатель и лидер запрещенной экстремистской группировки Абу Бакр аль-Багдади убит в ходе операции спецназа США, объявил президент Дональд Трамп. Обнародованы видеокадры руин, оставшихся на месте дома на северо-западе Сирии, где скрывался аль-Багдади. Курды утверждают, что руководителя исламистов выследила их разведка, а Министерство обороны России подвергло сомнению заявление Трампа о гибели подозреваемого. Израиль поздравил США с успехом операции. На этом месте, в деревне Бариша в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, предположительно находился дом, в котором был убит лидер запрещенной экстремистской группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади. Заявление о его гибели в результате успешной операции спецназа США сделал в Вашингтоне президент Дональд Трамп. Бойцы подразделения «Дельта» и «Собаки» загнали его в угол в одном из подземных туннелей. Аль-Багдади кричал и плакал, а потом подорвал себя и 3 детей с помощью пояса смертника. От него мало что осталось, но личность убитого установлена благодаря тестам ДНК, продолжал Трамп. По словам президента, никто из спецназовцев не пострадал. Сам он наблюдал за ходом операции в ситуационной комнате по видеосвязи. Свидетелями начальной стадии рейда стали местные жители. Нас разбудил звук самолетов. Мы вышли на улицу и увидели военных с оружием. Они велели нам лечь на землю и сковали наручниками. Потом спросили, знаем ли мы, кто живет в доме. Мы сказали, что нет. Видели, что входят и выходят разные люди, но никогда с ними не разговаривали. По словам Трампа, американцы предупредили о предстоящей операции российскую сторону и получили добро на пролет своей авиации к месту атаки. Официальный представитель Министерства обороны России генерал Игорь Коношенков заявил, что запросы такого рода в последнее время не поступали. Он выразил сомнение в реальности, а тем более в успехе операции. Местонахождение аль-Багдади установила курдская разведка, заявил официальный представитель сирийских демократических сил Кайно Габриэль. Он добавил, что рейд пришлось отложить из-за начавшегося турецкого наступления. Командующий СДС генерал Мазлум Абди поблагодарил всех участников совместной операции по ликвидации аль-Багдади за отличную работу, особо выделив Дональда Трампа. Американского президента поздравил с впечатляющим успехом премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Абу Бакр аль-Багдади имел репутацию религиозного фанатика.
В 2014 году он провозгласил создание халифата на обширных территориях, захваченных боевиками исламского государства в Ираке и Сирии. Сообщения о его гибели появлялись и прежде, но тогда они не находили подтверждения. Власти Казахстана сорвали акцию протеста против расширения китайского влияния в стране преследования этнических казахов в КНР. Еще одно требование – освобождения политзаключенных в Казахстане. Полиция задержала около 30 человек. Все подробности расскажет Сергей Берец. Полиция в Алматы и Нур-Султане задержала более 20 человек из числа вышедших на акцию протеста против расширения китайского присутствия в Казахстане и гонений на этнических казахов в КНР. Еще одним требованием было освобождение политзаключенных. Силы правопорядка были заранее стянуты к местам проведения манифестаций, организованных запрещенным оппозиционным движением «Демократический выбор Казахстана» во главе с Мухтаром Аблязовым. Прокуратура объявила мероприятие незаконным. МВД призвало людей не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в акциях экстремистских организаций. Уважаемые граждане, в целях вашей безопасности и недопущения дестабилизации общественного порядка предупреждаем вас, что в случае допущения нарушения общественного порядка к нарушителям будут приняты законом предусмотренные меры. Летом в Казахстане прошли митинги протеста против избрания президентом Касыма-Жомарта Токаева. Тогда были задержаны около 700 человек. А тем временем десятки тысяч сторонников единства Испании провели демонстрацию в Барселоне. По словам участников, они тоже каталонцы, но против отделения автономии от королевства и устали от пропаганды сепаратизма. Марш приверженцев независимости Каталонии собрал накануне более 350 тысяч участников. В субботу радикалы устроили погромы и завязали драки с полицией. Около 80 тысяч человек провели в воскресенье манифестацию в Барселоне под лозунгами в поддержку единства Испании. Людей вывело на улицу Гражданское общество Каталонии, организация, отвергающая идеи сепаратизма. В руках демонстрантов испанские флаги и плакаты. «Мы каталонцы, и нам надоела до смерти сепаратистская пропаганда, которая игнорирует и оскорбляет нас. Счастливы и горды тем, что мы одновременно испанцы и каталонцы». Мигель Лосано родился в Линарисе, в Андалусии, но всю жизнь, 51 год, прожил в Барселоне. Здесь появились на свет его сыновья. Он одинаково любит и Каталонию, и Линарес, считает себя испанцем и отвергает барьеры, разделяющие граждан. Людей сталкивают друг с другом политики, говорит мужчина. По мнению Шейлы, уроженки Барселоны, региональное правительство Каталонии, Женералитат, представляет только часть населения, ту, что хочет независимости. Но поборники единства Испании тоже должны иметь право голоса, и поэтому она вышла на демонстрацию, чтобы громко заявить о себе. Ирен из Бургаса в Кастилии и Леоне на севере страны, но в Барселоне живет уже полвека. Она считает, что мирные выступления за независимость оправданы, но ее, которая хочет, чтобы Испания оставалась единой, а Барселону считает своим домом, до глубины души возмущают погромщики и вандалы. Накануне в каталонской столице прошел очередной марш республиканцев, собравший 350 тысяч человек. Вечер ознаменовался новыми столкновениями радикально настроенных молодых людей с силами правопорядка. Толпа осадила здание управления полиции. Эти действия координировал каталанский комитет в защиту республики. В полицейских летели камни и бутылки. В ответ стражи порядка применяли спецсредства, в том числе заряды парализующей пены и резиновые пули. Во время прокладки труб для строительства метро рабочие обнаружили человеческие останки и надгробия на территории бывшего еврейского кладбища в Минске. По словам директора Музея истории и культуры евреев Белоруссии Юлианы Миколуцкой, не было явных признаков того, что это место захоронения. Генеральный директор Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин Виктория Брумина также рассказала, что это место называется «Пантеон памяти», где находятся памятники евреям, которые были депортированы из стран Западной Европы и были уничтожены в Минском гетто.
В мае 2007 года в сквере за Коллекторной улицей, которая является территорией бывшего еврейского кладбища, также прокладывали трубопровод и находили надгробия с надписями на иврите. В период Великой Отечественной войны сквер входил в территорию еврейского гетто. Сюда переносили захоронения с другого кладбища, пока в 1970-х годах его не закрыли и он не превратился в сквер. Это место называется Пантеон памяти. Здесь памятники евреям, которые были депортированы из стран Западной Европы и были уничтожены в Минском гетто. Здесь вот на сегодняшний день уже 9 камней. Это евреи и Германии, и Чехии, и Австрии. И за ними мы складываем мацевы, которые находим на территории этого старого еврейского кладбища. Это были мировые новости на Якутии 24. Суд приговорил жителя Мегино-Кангаласского района к 12 годам колонии за совершение кражи и убийства. Преступление было совершено еще летом. Пьяный мужчина пробрался в один из магазинов поселка Нижний Бестях, украл из кассы более 120 тысяч рублей. Подробности расскажет мой коллега Юрий Осипов. Юрий, я тебя приветствую, но раз мужчина уже украл деньги, зачем он убил мужчину? Да, Анастасия, уже после кражи он вспомнил, что в магазине установлены камеры и решил подняться в комнату охраны. Когда он перерезал провода, проснулся охранник, и чтобы убрать свидетеля, он убил его. Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Красноярске полицейские накрыли цех, в котором нелегально производили алкогольную продукцию. Индивидуальный предприниматель 1975 года рождения организовал цех по нелегальному производству и разливу контрафактной алкогольной продукции. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 11 тысяч бутылок с готовым к реализации алкоголем, 76 бутылок с этиловым спиртом. Общий объем изъятой продукции составил более 20 тысяч литров. Стоимость изъятого превышает 720 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Также полицейскими устанавливаются места сбыта и реализации изъятого алкоголя. Следственный комитет проводит проверку по факту самовольного ухода 2 братьев из Вилюйского детдома. Следователи установили, что мальчики покинули расположение социального учреждения еще 13 октября. На попутной автомашине братья добрались до Якутска. В городе дети бродяжничали, ночевали в технических этажах многоквартирных домов. 24 октября они встретились со своей матерью, ранее решением суда, лишенные прав на воспитание детей. Женщина сообщила сотрудникам полиции об установлении местонахождения своих сыновей. Также в рамках данного материала проводится проверка сообщений о нанесении телесных повреждений братьям воспитателями социального учреждения. В данный момент несовершеннолетние находятся в реабилитационном центре в городе Якутске. В Оймяконском районе возбудили уголовное дело за воспрепятствование предпринимательской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Индивидуальный предприниматель арендовал нежилое помещение у администрации поселка Устнера. По истечении срока аренды предприниматель неоднократно обращался в администрацию муниципалитета с заявлением о продлении срока аренды, но ответа не получил. Он также обратился в администрацию с заявлением о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, которое также оставили без рассмотрения. Прокуратура трактовала это как создание препятствий в осуществлении законной предпринимательской деятельности. В настоящее время по уголовному делу проводится следствие. В городе Артем Приморского края прохожие обезвредили педофила, который пытался изнасиловать 8-летнюю девочку. Прохожие обнаружили за гаражами мужчину, который демонстрировал девочке свои половые органы. Они подбежали к преступнику, оттолкнули его от ребенка, бросили на землю и связали. В это же время мать девочки обратилась в полицию, заявив об исчезновении дочери, которая не вернулась домой после школы. Выяснилось, что задержанный мужчина является рецидивистом. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Следком по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». С ребенком сейчас работают психологи. Также суд по ходатайству следователя заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца. Лесной пожар на северо-западе Мексики унес жизни 3 человек. Сотни людей вынуждены покинуть свои дома. Подробности в следующем материале рассказывает Сергей Берец.
По меньшей мере 3 человека погибли в результате пожара, охватившего леса на северо-западе Мексики, неподалеку от границы с Соединенными Штатами. В соседней Калифорнии также продолжается стихийное бедствие. Одно из возгораний было обнаружено в пятницу в 50 километрах к востоку от пограничного города Тихуана. Площадь, на которой бушевало пламя, составила около 14 тысяч гектаров. Здесь работали 150 пожарных. Гражданским спасателям помогают морские пехотинцы. По данным метеорологов, влажность воздуха остается минимальной. Такие условия не способствуют борьбе с огнем. Другие очаги отмечены к юго-западу от Тихуаны, а также вдоль Тихоокеанского побережья, северо-восточнее города Энсенада в штате Нижняя Калифорния. Из опасных районов эвакуировано более 1600 человек. Временно закрыты несколько автострад. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Анастасия, на этом у меня вся информация. Благодарю тебя и наших зрителей за внимание. Юрий, большое спасибо. О происшествиях, которые произошли в республике, стране и мире, нам рассказал Юрий Осипов. Переходим к новостям спорта. Лыжные тренировки на алданских трассах становятся еще более жарче. Мастер-классы юниорам-спринтерам дает член сборной России Никита Крюков. Сейчас на лыжне находится наша съемочная группа. На прямой связи со студией Татьяна Вахнина. Татьяна, я тебя приветствую. Как проходят тренировки? Анастасия, доброго дня. Мы находимся в Алданском центре спортивной подготовки. Сборы у лыжников идут полным ходом. Сильнейшие спринтеры, перспективные юниоры, ветераны лыжного спорта проводят совместные тренировки на алданских трассах. Традиционно сезон в Южной Якутии открывают звезды лыжного спорта мирового уровня. В преддверии первых в этом сезоне соревнований в Алдан приехал олимпийский чемпион Никита Крюков. Сегодня на трассы Никита вышел в 3-й раз. По его словам, вкатывание идет отлично. Знаете, шикарно. Я в этом году позже обычного приехал и удивился тому, что уже трасса великолепно подготовлена, вся заретрачена. Я сразу достал хорошие лыжи и на них начал вкатываться. Погода тоже изумительная. Небольшой минус. Все лыжники, скажем так, пищат от удовольствия. Тренеры, которые сейчас находятся в других регионах, они звонят и плачут, потому что у них плюс 12, снег тает, где-то снега нету. Ну, то есть такие мучения происходят. А здесь в очередной раз Алдан радует всех снегом, и в этом его большой плюс. В преддверии соревнований спортсмен дает мастер-классы лыжникам-юниорам, а уже в ближайшие выходные состоятся первые всероссийские соревнования по лыжным гонкам. Анастасия. Татьяна, большое спасибо. Я напомню, что из Центра подготовки лыжников с нами была Татьяна Вахнина. Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Лисцкене признана лучшей легкоатлеткой Европы этого года. Подробности расскажет мой коллега Власий Сергеев. Власий, я тебя приветствую. А кто еще претендовал на эту награду? Анастасия, здравствуй. Помимо россиянки на звание лучшей легкоатлетки Европы претендовали бегунья британка Дина Эшер-Смит и голландка Сифан Хасан, а также прыгунья в длину немка Малайка Михамба. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российская прыгунья в высоту Мария Лисцкене признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам года. Церемония вручения наград Европейской легкоатлетической ассоциации прошла в Таллине. В этом году Лисцкене завоевала золотую медаль мирового первенства в Дохе, став первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Также она является победительницей и серебряным призером чемпионата Европы и обладательницей 4 золотых медалей бриллиантовой лиги. Сборная ЮАР выиграла у команды Уэльса в полуфинальном матче Кубка мира по регби. Турнир проходит в Японии. Встреча завершилась со счетом 19-16. В активе южноамериканцев 1 попытка, 1 реализация и 4 штрафных. На счету валийцев 1 попытка, 1 реализация и 3 штрафных. В финальном матче сборная ЮАР встретится с английскими регбистами, которые в полуфинале обыграли команду Новой Зеландии. Встреча состоится 2 ноября. Игра за 3-е место пройдет днем ранее.
Ливерпуль дома обыграл Тоттенхэм в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе хозяев поля результативные удары нанесли Джордан Хендерсон и Мохаммед Салах. Единственный мяч лондонцев на свой счет записал Гарри Кейн. Ливерпуль продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата. В активе команды 28 очков. Тоттенхэм занимает 11 место с 12 баллами. В следующем туре мерсисайдцы в гостях сойдутся с Астон Виллой, а шпоры дома встретятся с Эвертоном. «Спартак» со счетом 3-0 победил «Локомотив» в гостевом матче 14-го тура российской премьер-лиги. Забитыми мячами отметились Джордан Ларсон, на его счету дубль, и Эсекиэль Понсе. Для красно-белых эта победа стала первой после назначения на пост главного тренера Доминика Тедеско. В турнирной таблице чемпионата спартаковцы занимают 7-е место, набрав 18 очков. Железнодорожники идут на 3-й позиции, на их счету 29 баллов. В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 4 ноября. «Локомотив» двумя днями ранее на выезде встретится с Уфой. Хоккеисты московского «Спартака» со счетом 3-2 держали победу над рижским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе красно-белых шайбы забросили Александр Хохлачев, Илья Зубов и Ансель Галимов. У гостей отличились Виталий Павлов и Роберт Липсбергс. «Спартак» продлил серию побед в лиге до 4 матчей. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. У нее 26 очков. «Динамо» с 16 баллами идет на 12-й позиции. В следующем матче «Спартак» на своем льду примет хельсинский «Йокерит». «Динамо» дома сыграет с пекинским «Куньлунем». В другом матче тура «Динамо» в гостях победила ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 85-й минуте забил нападающий Клинтон Нжи, для которого это взятие ворот стало первым за московский футбольный клуб. «Динамовцы» благодаря успеху в этом матче поднялись на 13-е место турнирной таблицы, набрав 14 очков. Армейцы занимают 5-ю позицию, имея в активе 26 баллов. В 15-м туре РПЛ «Динамо» дома примет грозненский «Ахмат». ЦСКА отправится в гости к Санкт-Петербургскому «Зениту». Обе встречи состоятся 2 ноября. Детская сборная Якутии по хоккею одержала победу в дальневосточном турнире. В финале якутяне выиграли у команды «Приморье» из Уссурийска со счетом 8-3. Отмечу, что эти команды ранее встречались в групповом этапе турнира. Тогда победу праздновали уссурийцы. На пути к реваншу якутяне под руководством Дениса Чудинова и Александра Чернокнижного в полуфинале выиграли у команды Благовещенска со счетом 9-1. В составе сборной республики выступили дети 2011 года рождения из городов Нерингри и Якутска. Помимо них борьбу за медали вели 6 команд из Амурской и Читинской областей, а также Хабаровского и Приморского краев. Добавлю, что лучшим вратарем турнира был признан страж ворот сборной Якутии Артем Деденко. Якутские борцы завоевали 6 наград на международном юношеском турнире на призы Бувайсара Сайтиева. Соревнования прошли в Красноярске. Золото в копилку якутской команды принесли Андрей Медловец и Айтал Белолюбский. Серебряными призерами стали Лев Павлов и Юлиана Григорьева. Бронзовые медали на счету Аслана Трофимова и Кескиля Семенова. По итогам турнира якутяне заняли 1-е место в общекомандном зачете. На 2-й позиции соревнования завершила сборная Казахстана. 3-ку лидеров замкнули представители Кыргызстана. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Анастасия, вам слово. Власий, большое спасибо. А я напомню, что это был наш спортивный обозреватель Власий Сергеев. Конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов в Перми удивил своих гостей зрелищем голливудского уровня. Акробат студии оригинального жанра Егор Тунгусков повторил знаменитый трюк актера Жан-Клода Ван Дамма, сев на поперечный шпагат между 2 разъезжающихся автобусов. Номер исполнялся под строгим соблюдением всех правил безопасности. Несмотря на то, что все внимание было приковано к захватывающему трюку акробата, по словам самого Егора Тунгускова, основная ответственность за выполнение номера лежала именно на водителях автобусов. Мастер из Ленинградской области построил ЖД на своем участке. Инженер-электромеханик Павел Челин из поселка Ульяновка более 10 лет работал над строительством узколейной железной дороги, которая изначально была предназначена облегчить труд при транспортировке по участку грунта. И вот, наконец, мастер смог осуществить еще одну свою мечту и закончил сборку настоящего паровоза, с которым железная дорога начала притягивать еще больше внимания окружающих. Строительство паровоза длилось немногим меньшим, чем строительство железной дороги, которая имеет протяженность в несколько километров и проходит по нескольким мостам.
Вся наша железная дорога и паровоз в том числе имеет прежде всего народно-хозяйственное значение. При помощи железной дороги мы поднимаем свой участок, мы облагораживаем его. Ну, конечно, сразу появилось много детей, много гостей, которые любят кататься на паровозе. Поэтому все пути, в том числе и подъездные пути, используются для катания детей. Сегодня Международный день школьных библиотек. Его отмечают во многих странах ежегодно в 4-й понедельник октября. Наш корреспондент Саргалана Федорова отправилась в библиотеку для детей и юношества республики, чтобы узнать, что читают современные дети. Она встретилась с коллективом библиотеки. Саргалана, я тебя приветствую. Расскажи, как библиотекарям удается поддерживать интерес детей к чтению. Приветствую, Анастасия. Центр для детей и юношества Национальной библиотеки вот уже более полувека приобщает детей к знанию, учит читать, мыслить, мечтать. А сегодня в фонде библиотеки более 2000 электронных и бумажных книг, краеведческая, научная, познавательная, художественная. Есть и литература на любой вкус. Читатели библиотеки – это 17 тысяч юных и взрослых якутян. Сюда ходят ребята, начиная с детского сада. А для тех, кто не имеет возможности самостоятельно посещать библиотеку, работает отдел внестационарного обслуживания. И вот сейчас ребята сидят и шелестят страницами книг. Здравствуйте, ребята, расскажите, что вы читаете. Здравствуйте, меня зовут Максим Ахтимур, я ученик 31-й школы, 10 класс. Я сейчас читаю книгу «Сумеречный город» Евгения Рудашевского. А вообще, какая литература тебе больше нравится? Мне нравится литература про путешествия, фантастика и классика. Все. А твои одноклассники тоже часто ходят в библиотеку? Мои одноклассники достаточно редко ходят в библиотеку, но большинство стараются приходить сюда. И в век гаджетов, смартфонов, как библиотекарям удается поддерживать интерес детей к чтению, нам расскажет Анна Пуварова, методист библиотеки. Анна, здравствуйте. Расскажите, какие книги сегодня читают дети? И вообще сейчас говорят, что современные дети мало читают. И разделяете ли вы это мнение? Здравствуйте. Мы это мнение не разделяем, потому что нынешнее поколение детей тоже читающие. К нам ходит не зря 17 тысяч детей, новых читателей записанных у нас. У нас очень большой и богатый фонд. Книги найдутся на любой вкус, поэтому мы работаем с детьми от 0+ до окончания школы. И проводим различные конкурсы. Это как символы Якутии, символы России, конкурс чтецов Керекет-Лар. И, конечно же, мы сотрудничаем тесно со школьными библиотеками. И, пользуясь моментом, мы поздравляем наших коллег. И к нам сегодня в гости пришла председатель Ассоциации школьных библиотек Елена Владимировна Гусевская. Хочу ей передать слово. Она подробнее расскажет про нашу совместную работу и вообще про работу школьных библиотек. Елена, здравствуйте. Расскажите, как сегодня работают школьные библиотеки? Ну, пользуясь случаем, конечно, хотелось бы сначала поздравить всех наших коллег. Огромную армию школьных библиотекарей Якутии. Работает у нас 680 человек в нашей огромной республике. Надо сказать, что День школьных библиотек ЮНЕСКО был утвержден в 1999 году. Как раз в этом году исполняется 20 лет со дня вот этого замечательного праздника. Он был отдельно выделен именно для школьных библиотек, наверное, потому что действительно школьные библиотеки самые первые, которые встречают маленьких читателей, именно когда дети приходят в 1 класс. И ведут их до самого-самого 11 класса. Это и детство, и средний возраст, и юношество. Ну а работать совместно с Центром для детей и юношества, или как сейчас его называют, Центром детского чтения, мы, конечно, всегда очень плодотворно вместе сотрудничаем именно над тем, чтобы детки наши читали. Ну, а что касается школьных библиотек, школьных библиотекарей, конечно, работа ведется огромная. На сегодняшний день, конечно, меняется статус школьных библиотек. Школьные библиотекари превратились из заведующих и просто библиотекарей школы в
педагогов-библиотекарей. Эта должность введена, значит, постепенно вводится и введена во всех школьных библиотеках. Это означает, что библиотекари не просто выдают книги или, значит, учебники, но они действительно выполняют огромный функционал. Начиная от комплектования школьных библиотек, учебным фондом, фондом художественной литературы, добавляют, конечно, огромное количество информационных ресурсов, которые мы сейчас пользуемся. Наши дети, значит, черпают информацию отовсюду. И школьные библиотеки тоже превращаются сейчас у нас в информационно-библиотечные центры. Это означает, что библиотеки становятся современными, укомплектованными не только книгами, журналами и газетами, как это было раньше, но и, конечно, огромным количеством электронных подписок. Нужно сказать еще огромное спасибо Национальной библиотеке, отделу юношества. Мы третий год уже с ними сотрудничаем, именно с точки зрения электронной национальной библиотеки. Все наши читатели, начиная с 14 лет, с 8 класса, становятся читателями этой замечательной библиотеки, электронной национальной библиотеки. Туда, помимо оцифрованного фонда краеведения наших, все вы знаете, что Национальная библиотека, или как мы ее все привыкли называть, Пушкинка, она действительно очень-очень владеет огромным количеством фондов по краеведению особенно, и является одной из старейших библиотек. Сейчас оцифровываются ее фонды, и наши дети, наши юные читатели имеют возможность, не выходя из дома, не выходя абсолютно даже из школы, из стен школы, доступ ко всем этим замечательным фондам электронной библиотеки. Кроме этого, электронная национальная библиотека ведет подписки Литрес, вот, например, значит, то есть для них, для наших читателей доступны абсолютно все фонды библиотек в электронном формате, в электронном формате. Ну а что касается школьных библиотек, конечно, это действительно на самом деле великие труженики. Великие труженики, потому что объем работы увеличивается, особенно в городе Якутске школы у нас тоже очень увеличиваются. Каждый год у нас все больше и больше читателей, очень много, дети теперь современные, они требуют к себе особого внимания. Им нужно обязательно, чтобы именно на них обратили внимание, чтобы с ними поговорили, пообщались, чтобы обязательно их вывели на какой-то конкурс. А конкурсов проводится огромное количество. И особенно октябрь это считается месячник именно школьных библиотек. И именно в октябре активизируется работа всех школьных библиотек, когда выданы уже все книжки, то бишь учебники, и, значит, проводятся встречи с писателями, проводятся флешмобы всевозможные, проводятся, значит, всевозможные выставки, вообще разные формы работы, которые очень нравятся нашим читателям, нашим школьникам. Я еще раз поздравляю всех, огромную армию школьных библиотекарей, и всем вам хочется пожелать творческого полета, здоровья и всего-всего-всего вам самого доброго. Большое спасибо. Спасибо, Елена. Вот так сегодняшние библиотекари прилагают все усилия, чтобы книга оставалась учебником жизни, а библиотеки средой поддержки духовного развития детей. Анастасия. Саргалана, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Саргалана Федорова. Огромные роботы и 200-метровая стена. В Дании закрылся фестиваль песчаных скульптур. Там можно было посмотреть на впечатляющие произведения, над которыми работали 40 мастеров со всего мира. С подробностями Артем Сторонов. Если обычные конкурсы скульптуры с песка уже не вызывают у вас былого восторга, в самую пору отправиться в город Сёндервик на западном побережье Дании. Каждое лето здесь проходит фестиваль, в котором принимают участие около 40 лучших художников со всего мира. Перед началом мероприятия авторам задается общая тема. В 2019 году это роботы, а затем им предоставляется полная свобода действий и много-много тонн песка. Скульпторы работают как над индивидуальными произведениями, так и все вместе над огромной стеной, окружающей выставку по периметру. Ее высота 7 метров, а протяженность 200. В этом году стену признали крупнейшей песчаной скульптурой в мире. Она украшена барельефами, которые художники должны были закончить всего лишь за 10 дней. Но все они остались довольны результатом своей работы. Здесь очень здорово, потому что, во-первых, местный песок чуть ли не самый лучший в мире, очень крепкий. Но кроме того, здесь нам предоставляют полную свободу воплотить тему так, как мы пожелаем. Нам не дают картинку со словами «нужно делать так-то и так-то», чтобы подошло вот к тому и к этому. Мы сами в процессе решаем, как и что будем делать. Правда, чтобы посмотреть на эти произведения, придется поспешить. В этом году фестиваль открылся 15 мая и закроется уже в это воскресенье, 27 октября.
За несколько месяцев работы его посетили более 120 тысяч человек, в основном туристы из Германии и Норвегии. И в завершении выпуска расскажем о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сейчас минус 8 градусов, ветер 1 метр в секунду. Давление 698 миллиметров ртутного столба, переменная облачность. Все так же облачно и в Ленске. Столбик термометра там остановился на отметке минус 9 по Цельсию. Ветер в порывах до 2 метров в секунду. А в соседнем Мирном минус 6 градусов, ветер 4 метра в секунду, давление 722 миллиметра ртутного столба. В Нерингре минус 6 градусов, облачно, штиль сегодня в городе без осадков. И в столице региона, городе Якутске, сейчас за окном минус 7 градусов, ветер 1 метр в секунду, облачно. По прогнозам синоптиков, после обеда пойдет небольшой снег. К этой минуте у меня пока вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше новостей вы найдете на наших официальных сайтах jak24.ru и nvk-online.ru. Не переключайтесь.